Ассалаумағалейкум ағайын, бизнес достар, әріптестер. Мен қасымда Нұреке, осы агроиндустрия деген үлкен мекеме, бизнес мекеме. Бүгін енді алғашқы қадамдардың бірі, да, үлкен осындай бір форум. Сегодня прошел такой замечательный бизнес-форум. Это вот впервые в Казахстане бизнес-направление, без участия там государственных каких-то денег, сами за счет спонсоров, за счет вот, тех идей, которые у вас и в вашей команде были. Вы провели сегодня большой форум, тема которой является агропереработка. Нуреке, поздравляю, Ктосын. Рахмет. Да. Вкратце расскажите, как вы пришли к этому форуму? Какие были идеи в начале? Ой, как я пришел к этому форуму, ну это так, наверное, сразу и не скажешь, Оскар. Мы проводим разные мероприятия по разным направлениям, там, и все направления, они производственные. То есть, да, ну и понятно, это не секрет, и я не открываю там какую-то новую страницу там, да, или какие-то новости говорю. Это отрасль, сектор сельского хозяйства, от нас АПК, так сказать, который, ну, имеет большие перспективы. Понятно, он капиталоемкий, он непростой, он требует много усилий и множество факторов, которые на это влияют. Но я вот как-то так думал, сидел, думаю, мы производим то, производим это, там неплохо довольно-таки, где-то там не всегда удачно, возможно, но в целом какая-то должна быть перспектива и какие-то направления, которые должны вперед двигать. Да, вот какой-то там вот хороший у нас там, да, слоган «Азия Агро Ойнун». Болашак Хадамдар, да, вот как раз вот это, наверное, вот это где-то там подсознательно толкнуло вот на такое мероприятие. Нуреке, вот сейчас проводится очень много форумов, там резервновой, да, то есть связано именно с сырьем, то есть может быть там есть переработка, но именно вот агропереработка, именно вот мне слоган понравился, УМГУ 4.0, то есть переработка 4.0, это то есть видение в перспективу, да, в стратегию, да, то есть именно что на добавленной стоимости нам нужно делать большой акцент. Сегодня какие-то интересные компании, которые именно там технологически продвигают. Я думаю, сегодня, наверное, участвовали. Про них вкратце расскажите. Ну, сегодня у нас участвовали, там, сейчас если сказать, там, да, на память, там, 10 таких компаний, крупных, мировых брендов, можно сказать, да, которые владеют технологиями переработки от первичной, там, грубо говоря, ну, такой понятной для всех, особенно для казахстанского агробизнеса, это там переработка, там, да, комбикорма, еще что-то. Но эти же компании, они предлагают комплексные решения, то есть они заходят от производства, вот этой переработки, которую я сказал, там, какого-то первого передела, там, да, и до глубокой переработки. То есть это очень серьезные компании, которые в мире, там, да, известны, и здесь, в Казахстане тоже известны. Поэтому они предложили свои, как бы, услуги и, как бы, свое видение вот, развития переработки в Казахстане. То есть они, да, поэтому мы посмотрели, да, вот на это как на перспективную вещь, которая там, да, вот в любом случае, когда живешь сегодня, да, надо думать там, да, о послезавтрашнем дне. Поэтому мы тоже посмотрели, как бы, да, и, ну, не посмотрели, а подумали и решили, что это надо, это не то, что новое, это так живет весь мир, это стандарт. Надо смотреть вперед. Поэтому 4.0, то есть это 4.0, это очень такие современные такие подходы, современные технологии, и мы к этому должны прийти. Казахстан, имея массу, большой объем сырья, где-то, может быть, это, да, сырье, может быть, там, да, какого-то не совсем, как бы сказать, там, да, качественный продукт, может быть, да, не совсем там, да, какой-то большие объемы могут быть, да, но в целом это все можно перерабатывать. И самое, как бы, да, для меня такое, кажется, важное, переработка – это абсолютно экспортоориентированное направление. Почему? Потому что сам внутренний казахстанский рынок, он немножко, можно сказать, не то, что немножко, можно сказать, что он не такой емкий. То есть это небольшое количество, относительно небольшое количество населения при большой территории. Поэтому переработка для внутреннего потребления, это, ну, как бы, это надо, это продовольственная обеспеченность, это не безопасность, а обеспеченность. То есть правильнее будет обеспеченность продовольственная. Но вся переработка, она должна ориентироваться на экспорт. Экспорт – это как большой, как бы, да, поезд, который увозит много. Да. Когда он будет увозить много, то есть здесь тогда производство наше будет более модернизированный, более современный. Внутренний рынок, он априори насытится. То есть это как бы, да, аксиома.
Для меня это аксиом, поэтому я считаю, что переработка – это большая перспектива. Это не просто. Это нужна определенные условия, это финансирование, это среда, это кадры, да, это там еще какие-то там, может, законодательные вещи, но в целом переработка это та тяга, тот как бы паровоз, который да, потащит за собой все. То есть мы разовьем переработку, у нас внутренний рынок насытится однозначно. Супер. Какой был охват? Мы видели сегодня очень много количества бизнесменов, участников, экспертов. Порядка 200 человек пришло. В целом, кто больше принял участие? Именно с государственных органов или же именно бизнес-экспертность? Ну, вот расскажите. Как раз вот здесь вот получилось так, что то, что мы и планировали, как мы думали, здесь были в основном бизнес-эксперты. То есть так получилось, что этот бизнес сам как бы к этому уже близок, он в этом. То есть были здесь представлены и большие компании, какая, например, Айтас КЗ, да, это большой холдинг, который, да, вот он такой, у него как раз продукт, как бы его бизнес построен от, грубо говоря, от А до Я. То есть, да, вот у них от производства, от растениеводства до переработки. То есть, да, вот это. Есть маленькие компании, есть проекты, вообще уникальные проекты. Это вот очистка картофеля и моркови, да, некондиционного. Очистка, вакуумная упаковка и его продажа, ну, в смысле, реализация в торговые сети и в точке общепита. Это уникальные проекты. Это, ну, грубо говоря, несложно, в принципе, но технологически это как бы, да, очень перспективно. Супер. И самое главное, вот хотелось бы отметить, что форум прошел в двух форматах. То есть с этой стороны, если была бизнес-экспертность, обсуждали, дискутировали, то с этой стороны была выставка, я еще это в ролике покажу. То есть некоторые компании пришли и показали свою продукцию. Этот формат вы сами придумали или в целом показал международный опыт? Да, как сказать, ну я, наверное, не зная о международном опыте, наверное, иду по его пути, скорее всего. Поэтому я не скажу, что это я придумал. Ну, я думаю, что это так удобно и так правильно. То есть это в одном зале, под одной крышей. Кто-то слушает, кто-то разговаривает, кто-то, да, заключает контракты, пожалуйста. То есть это как раз вот B2B, та тусовка такая, где свободно, люди ходят, общаются. Тут, как бы, мы никого не заставляли сидеть там или заходить сюда. Ну, теперь пару слов напутствий на будущее. И, может быть, у вас какие-то будут планы еще проведения каких-то мероприятий. Я думаю, наших зрителей, бизнесменов, экспертов пригласите, пожалуйста, связать что-нибудь. Да, тот человек, который планирует, это человек, который смотрит вперед. Есть масса там, да, пословиц, каких-то народных высказываний. Например, мне нравится там «дорогу осилит идущий». То есть надо идти вперед. Мы всегда как бы, да, вот, руководствуемся этим, наша компания, мои коллеги. Поэтому я думаю, что у нас еще будут мероприятия. Мы буквально вчера провели конференцию по семенам. День семян ТОПом 2024. Сегодня мы провели форум Азия агропереработка. Завтра мы, наверное, уже дадим нашим бизнесменам переварить эту информацию, агробизнесменам, да, представителям бизнеса аграрного. Но у нас есть планы, да, мы планируем проводить мероприятия по разным отраслям экономики, именно аграрной экономики. Поэтому, я думаю, это будет все востребовано. Вот, мы, еще раз говорю, наша цель наших мероприятий – это не просто провести мероприятие. Мы нацелены на профессиональный подход к мероприятиям, именно не наш профессиональный, а профессиональное участие экспертов, профессиональное участие участников. То есть это не обязательно большой бизнес. Он будет маленьким бизнесом, но он должен профессионально работать. А профессиональный подход – это эффективность. То есть, если ты правильно выстраиваешь работу, свой бизнес, там, да, его технологические процессы, экономические процессы, там, даже управленческие процессы, не даже, а управленческие процессы, тогда у тебя это все профессиональный подход. Мы за профессиональный подход. У нас нет цели просто собрать людей, там, да, какую-то выставку провести, там, чтобы там, выставить какие-то красивые компании, красивые лейблы или известные лейблы. Нет. Мы хотим, чтобы было все компактно и все одно другое дополняло. Это комплексный подход, поэтому... Да. Сәттілік Нұрекеге, болашақта осындай бизнес мероприятиялар, бизнес шаралар көп болсын. Именно бизнесте көп эксперттер келеді, сол саланың мамандары келеді. Сол жақта нақты талқылау болады. Не дейді, шикі сөздер жоқ, нақты тікелей в точку, как бы, айтатын сөздерді осы жерде айтылады. Сол себептен Нұреке сәттілік, болашақта енді біздің осындай Нұрекеңдер ұйымдастырған шараларды біздің тікелей эфирде беретін боламыз.
Нұрке. Рахмет, Аскар. Сәттілік. Амандық Давайте. пен да. Ждем всех на наших мероприятиях. Всем удачи, всем больших побед, достижений. Ну и, конечно же, прибыли большой.